Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека предлагает вашему вниманию видеоролик к столетию Музафара Алимбаева. Музафар Алимбаев родом из живописных мест, где когда-то водились благородные маралы. Его малая родина – село Маралды Щербактинского района. В этих местах в 1923 году, 19 октября, родился Музафар Алимбаев. Имя будущему писателю дал отец, в надежде на то, что сын станет полководцем. Однако мальчику суждено было добывать победы не мечом, а пером. Благодаря матери, которая знала множество народных песен и поэм, произведения Абая, Музафар узнал красоту поэтического слова, народную мудрость. С ее слов Алимбаев записывал сказки, в том числе о хане-бездельнике. Познакомился с казахским героическим эпосом и народными колыбельными песнями. Мать была первой наставницей и учительницей для Алимбаева. Музафар и его два старших брата рано обучились грамоте. Алимбаев уже в 5 лет самостоятельно читал сказки Толстого, стихи Пушкина и Лермонтова. Мальчик освоил предметы, которые изучали в 1 классе, поэтому его сразу зачислили во 2-й. Детство Музафара Алимбаева быстро закончилось, когда ушел из жизни отец. Мальчику было всего 9 лет, а через 5 лет умерла мама. Сиротская судьба вела Алимбаева по интернатам, но воспоминания детства о родном ауле, односельчанах, о семье он сохранил и отобразил в своих произведениях. Профессию учителя Музафар Алимбаев получил в Павлодарском педагогическом училище, куда поступил после окончания школы. Здесь же, впервые проработав писателем, Музафар Алимбаев начал писать стихи. Когда началась Вторая мировая война, Алимбаеву еще не было 18. Дождавшись совершеннолетия, ушел добровольцем на фронт. Он прошел путь от рядового солдата до старшего лейтенанта и офицера штаба танковой части. Даже в тяжелое фронтовое время писал стихи, которые публиковала казахская и общесоюзная пресса. Высшее образование Алимбаев получил в 42 года. Музафар Алимбаев знаменит своими стихами, в которых воспета красота Казахстана, величие простых тружеников, произведениями для детей. Судьба отвела ему долгий жизненный путь. 95 лет прожил писатель, подарив казахской литературе прекрасные сказки и стихи.